Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно сделать презентацию. В основном мы сегодня с вами поговорим, как сделать хорошую инвестиционную презентацию и на что нужно обращать внимание. Но перед началом давайте мы поговорим с вами о нескольких вещах. Когда мы начинаем готовить презентацию, важно понимать три основные вещи. Первое – это для кого мы делаем презентацию. Очень важно изучить свою аудиторию, очень важно понять, кто нас слушает, зачем они нас хотят слушать и что мы хотим получить по результатам того, на кого мы целимся по итогу. Второе, что очень важно помнить при построении презентации, это для чего мы хотим ее делать. То есть вам всегда надо понимать, зачем, с какой целью вы идете, что вы хотите сделать по результатам этой презентации. И третье, немаловажное, как я уже упомянул, это что мы хотим получить по итогу презентации. Если это инвестиции, тогда нам нужно готовить инвестиционный дек. Если мы хотим привлечь новых партнеров, мы хотим привлечь новых клиентов. Соответственно, исходя из этой цели, мы начинаем заранее строить некоторые слайды, строить некоторую структуру самой презентации. Когда мы говорим о презентациях, существует два типа презентаций, которые вам всегда необходимо иметь под рукой. Первый тип презентации – это тот, который вы отправите по результатам презентации. Если вы, например, общаетесь с инвестором, вас обязательно попросят прислать расширенный питч-дек. Так вот, какие правила построения именно расширенного питч-дека? Мы должны делать слайды, которые содержат всю необходимую информацию для того, чтобы понять человеку, что же вы делаете на самом деле. Здесь из основных рекомендаций нужно делать не более 30 слайдов, так как больше 30 слайдов обычно люди не читают, и обычно дальше они не доходят. Второе, немаловажно, все, что у нас есть, должно быть оформлено в одном едином стиле. Желательно, чтобы не скакал шрифт, чтобы на каждом из слайдов был один шрифт, один стиль, чтобы презентацию было читать легко, просто, и человек всегда мог хорошо воспринимать информацию, которая находится на этом слайде. Шрифт, который используется, рекомендуется не меньше, чем 14 пунктов. И текста нужно писать на слайдах столько, чтобы было достаточно человеку понять, что же на самом деле на презентации находится, без дополнительного объяснения с вашей стороны. Второй тип презентации – тот тип презентации, с которой вы чаще всего выступаете. Что здесь из основных рекомендаций? Если мы говорим об инвестиционной презентации, а будем мы обсуждать на примере именно инвестиционной презентации дальнейший материал, нужно помнить, что на сегодняшний день чаще всего распространен формат, когда вам дается на выступление 3 минуты и 2 минуты на вопросы. Соответственно, вам нужно четко понимать, как уложиться в эти 3 минуты. Исходя из этого, выдвигается несколько рекомендаций. Первая из них – делать не больше 10 слайдов. Так как, если вы посчитаете, то в 3 минутах у нас 180 секунд. Соответственно, у вас, если 10 слайдов, появляется 10 секунд на каждый из слайдов. Если делаете больше, презентация превращается в то, что вы кликаете, человек не воспринимает информацию, теряет нить повествования, и, соответственно, ему становится неинтересно вас слушать, и он переключает свое внимание на что-то другое. Второе, так же, как и в презентации для отправки по имейлу, нужно оформлять все в одном стиле. И шрифт использовать не менее 20 пунктов, так как на разных экранах может текст выглядеть по-разному. Если будете сильно мелкий текст делать, соответственно, будет тяжело читаться, будет тяжело восприниматься то, что у вас написано на слайдах. И очень важный момент: для обоих типов презентации рекомендовано сохранять презентации помимо того формата, где вы делали, и в PDF. Это связано с тем, что на каждом из устройств, которые открывают вашу презентацию, может не читаться тот или иной формат. Могут поплыть шрифты, может пойти что-то не так. PDF чаще всего открывается на всех устройствах, поэтому мы рекомендуем вам иметь всегда под рукой презентацию в формате именно PDF. Теперь давайте поговорим с вами о том, как успешно сделать вообще каждый из слайдов. На слайде сейчас вы видите некоторые параметры, по которым нужно готовить каждый слайд, и каждый слайд нужно подгонять примерно под этот параметр. Первое. Каждый слайд у вас должен быть максимально простым. Здесь есть одно правило. Не нужно помещать больше одной мысли на один слайд. Тогда воспринимается легко, тогда человек легко считывает информацию и воспринимает
как визуально, так и аудиально всю информацию достаточно хорошо. А второе, что вам нужно помнить, к инвесторам чаще всего ходит очень много стартапов, и перед инвесторами их очень много питчится. А если вы попадаете на какой-то демо-день или попадаете на Invest Day, соответственно, перед тем, как вы выступите, выступит очень много стартапов, и также выступит много после вас. Поэтому второе правило, которое нужно придерживаться на каждом слайде, быть необычным, быть каким-то запоминающимся, каким-либо образом выделяться из основной массы стартапов, которые питчат перед инвестором. Третье, что важно понимать, каждый слайд должен внушать доверие. Так как вы идете к инвестору, так как вы у него просите деньги, не должно возникать недопониманий, не должно возникать мысли о том, что вы что-то врете или хотите что-то скрыть. Если вы на первом знакомстве с инвестором пытаетесь что-то скрыть, к вам в дальнейшем будет недоверие и будет тяжело вернуть это доверие перед инвестором. Тут очень хорошая есть цитата: вы не сможете никогда сделать второй раз первое впечатление. Четвертое правило: каждый слайд должен быть конкретным. Как я уже говорил, думайте о том, что на каждом слайде нужно поместить одну конкретную мысль, и придерживайтесь этого правила, тогда у вас получится очень хорошая и складная презентация. А пятое, что нужно запомнить: выступать нужно эмоционально. Если вы выйдете и начнете бубнить, начнете говорить тихо, начнете говорить монотонно, нудно и так далее и тому подобное, инвестора и аудитория быстро потеряют к вам интерес, и вернуть этот интерес будет достаточно сложно. А также рекомендуется, когда мы составляем презентацию, делать ее в формате истории. Ну, то есть человек, который вас слушает, у него должно складываться впечатление, что он слушает некоторую историю. Каждый слайд должен идти цепляться за другой и логично вытекать. Не нужно допускать тех вещей, когда мы говорим, например, слайд «Бизнес-модель». А теперь мы поговорим с вами о маркетинге. А теперь мы поговорим с вами о метриках. Ну, то есть, если вы будете делать такие акценты, ваш питч будет выглядеть рвано, вас будет слушать неинтересно, и, скорее всего, вы проиграете именно в этом моменте. Ну, и финальное правило, которое нужно соблюдать при выступлении: обязательно улыбайтесь. Никому не интересно смотреть на кислые лица, которые пришли и пытаются что-то втюхать. Важно понимать то, что когда мы делаем презентацию перед инвестором, мы, по сути, совершаем продажу. Ну, то есть мы должны выступать позитивно, мы должны выступать интересно, мы должны делать именно продающий питч. Теперь поговорим о структуре презентации. Структура презентации, которая приведена сейчас на слайде, она рекомендована, но не обязательно к тому, чтобы ее соблюдать. Здесь мы построили структуру таким образом, чтобы инвестору было максимально легко, понятно и быстро понять, чем же вы конкретно занимаетесь и что вы от него хотите. И данная структура была испытана на огромном количестве инвесторов и построена с учетом многолетней практики. И по результату те, кто делает по этой структуре, привлекают инвестиции с гораздо большей долей вероятности, чем те, которые что-то меняют или что-то добавляют в эту структуру. Давайте теперь поговорим про каждый из элементов этой структуры. Я расскажу подробно, что туда нужно вкладывать и что не стоит делать, каких ошибок не стоит допускать. Первое: когда мы начинаем выступать, обязательно расскажите, кто перед выступающими. Здесь самая главная ошибка: когда мы делаем какие-либо длинные названия, когда мы что-то пытаемся вписать слишком много информации. Не нужно этого делать. Скажите коротко, понятно, запоминающиеся названия, и обязательно укажите, кто выступает перед аудиторией. Здесь важные моменты. Рекомендуется указывать тот формат имени, фамилии и отчества, либо имени и фамилии, по которому вы хотите, чтобы к вам обращались. Например, меня зовут Андрей Крюков, я являюсь трекером такой-то программы, или я являюсь таким-либо экспертом, или я являюсь SEO компании такой-то, такой-то. Укажите, кто перед людьми выступает, почему важно слушать именно человека, почему он компетентен говорить о той или иной теме. Но и также обязательно добавьте на этот слайд контакты. Этот слайд висит дольше всего на сцене. И этот слайд, и это то же самое относится и к финальному слайду. Так как перед тем, как вы выходите на сцену, или перед тем, как начинается выступление, этот слайд загружает, он висит около 20 секунд, и также в конце он висит около 2 минут на ответах и вопросах. Поэтому обязательно поместите сюда контакты. По сути, это слайд-визитка, который поможет вам больше запомниться. И если кто-то сфотографирует
сфотографирует эти слайды, первый либо последний слайд, человеку будет легче вспомнить, а кого же он слушал и что же он слушал на самом деле. Здесь есть небольшая такая помарка. Очень многие стартапы любят писать там телефон, тел, двоеточие, mail, двоеточие. Не всегда нужно это делать. Обычно аудитория — это не глупые люди, и они прекрасно понимают, что на цифры надо звонить, а на буквы надо писать. Второе, с чего мы начинаем презентацию. Презентацию мы должны обязательно начинать с проблемы. Проблему вы должны обозначить четко, ясно и понятно. Бывает такое, что стартапы говорят: я решаю много разных проблем. Выделите основную проблему, выделите, что реально болит, за что люди реально готовы платить деньги. И разверните эту проблему таким образом, чтобы человеку, который вас слушал, было понятно, что это действительно проблема, и эта боль стоит у большого количества людей. Ну и после того, как мы рассказали о проблеме, нужно перейти к решению. Здесь вы должны описать, что же вы делаете такого, что закрывает ту проблему, о которой вы говорили. А здесь многие стартапы допускают ошибки и начинают расписывать всю внутрянку, то, как что внутри происходит, как переходит один элемент в другой. Здесь не нужно этого делать, здесь нужно описать основной механизм. То есть, как мы закрываем, что мы делаем. И часто сюда рекомендуется добавить, если у вас стартап имеет технологическую составляющую, указать, что же за технология на самом деле здесь в вашем продукте используется. После того, как мы проговорили о проблемах и решении, важно указать, у какого количества людей эта боль существует. И мы переходим плавно к следующему слайду. Это слайд «Рынок». Очень важно показать, что у вас имеется достаточно большой рынок. Рынок – это один из основных критериев, это один из основных пунктов, на которые инвестор смотрит, на которые инвестор обращает внимание. Если вы укажете слишком маленький рынок, инвестору будет неинтересно заходить в такой проект. Почему? По одной простой причине. Инвестора люди простые, они хотят вас сегодня выкупить подешевле, завтра продать подороже. Но если у вас нет рынка, соответственно, он не сможет завтра сделать 10х, 15х и 20х. Так вот, покажите свои расчеты, используйте статистику, используйте ссылки на какие-то авторитетные источники, например, там исследования компании Big Four, это PricewaterhouseCoopers, KPMG. Поищите в интернете, чаще всего они находятся в общем доступе. Ну и, соответственно, ставим статистику, показываем, сколько денег потенциально можно заработать на этом рынке и сколько вы планируете заработать в этом году. Даже если у вас большой рынок, обязательно нужно показать, кто из конкурентов работает на данном рынке. А здесь часто существует ошибка, что стартап выходит и говорит: у меня либо нет прямых конкурентов, у меня только косвенные конкуренты, либо конкуренты мне не конкуренты, они решают проблему как-то по-другому. И здесь может быть несколько проблем. Если вы пришли и говорите, что у вас нет конкурентов, скорее всего, вы делаете какую-то ерунду. Почему? Потому что на сегодняшний день абсолютно все боли человечества тем или иным образом закрыты. И решаются они разными способами. Соответственно, когда мы идем и рассказываем о нашем продукте, у нас всегда будут некоторые конкуренты. И вам надо их указать. Здесь используются сравнительные таблицы. Нужно показать то, кто из конкурентов есть и чем вы лучше конкурента. Но самое главное, помнить одну вещь. У конкурентов есть некоторые преимущества, которые могут быть или не быть у вас. И, соответственно, здесь надо вписывать и смотреть адекватно на свой продукт и подходить максимально четко к описанию конкурентов. Ну, например, самый лучший спикер, который рассказывает про презентации, сегодня сидит перед вами в черной футболке, у него усы, борода и темные волосы, и лучше этого спикера нет. Если под этот критерий мы начинаем подбирать спикеров, соответственно, ни у кого не остается выбора, как сказать: ну да, под эти критерии подходит только этот человек. Так чаще всего стартапы делают со своими продуктами. Они выпячивают какие-то сильные стороны, забывая о сильных сторонах конкурента. Ну и, соответственно, выглядит, что стартап надуманно пытается сделать себя лучше, чем остальные. Здесь тоже один из ред-флагов. Если мы так делаем, у инвестора возникают подозрения, а правильно ли стартап подошел к построению этого слайда.
Также важен слайд «Бизнес-модель». Когда мы проговорили про рынок, когда мы рассказали про конкурентов, про проблему, очень важно понимать, как вы зарабатываете деньги. Здесь не нужно вставлять канбаны, не нужно вставлять вот эти канвасы бизнес-модели Астервальдера или Бланка или еще какие-либо другие формы бизнес-модели, канвасов бизнес-модели. Здесь нужно описать четко, ясно и понятно, как вы зарабатываете деньги. Ну, то есть, кто ваш клиент, сколько вам платят, за что вам платят, как вы получаете деньги, сколько клиент с вами живет. Ну, по сути, здесь надо описать именно процесс механизма зарабатывания денег. После того, как вы про это рассказали, обязательно нужно упомянуть про то, что у вас с маркетингом. Здесь надо указать, что за клиенты у вас покупают. Если это сишный стартап, то указать метрики юнит-экономики. Либо, если вы делаете стартап B2B, показать свою воронку продаж, показать, сколько стоит клиент, сколько вы с этого клиента зарабатываете и то, как вы получаете деньги, сколько вы денег тратите на то, чтобы привлечь нового клиента. Это очень важный слайд, он показывает то, что вы реально понимаете свой рынок, реально понимаете из фактов, то, что вы делаете, и то, почему вас покупают. Но это все плохо, если у вас нет классной команды. Один из основных и важнейших слайдов – это команда. И здесь вам нужно показать основных членов команды. Что значит основные члены команды? Это те люди, без которых продукт не существует. Ну, то есть, если вы поместили сюда 20 человек, и можете кого-то закрыть одного, и без этого со стартапом ничего не произойдет, это не ключевой игрок команды. Соответственно, вам надо показать, кто вы, какие у вас компетенции у вашего CTO, какие компетенции у коммерческого директора. Ну, то есть все те, кто влияет на компанию, какие у них есть компетенции, почему они могут делать тот или иной стартап. Это важно, так как инвестор не зайдет в хороший стартап с плохой командой, но в стартап, который не до конца проработан, но у него крутая и мощная команда, он зайдет намного более активнее, чем в другом варианте. И важный момент, после того, как мы проговорили про все остальное, как наш стартап выглядит и что в нем такого хорошего, обязательно укажите про деньги. Ну, то есть скажите, где вы сейчас находитесь, что вам нужно, сколько денег вы просите, по какой оценке и зачем это надо. Чаще всего сюда на этот слайд стартапы помещают roadmap, показывают некоторые ключевые точки, в какой момент он будет сколько стоить и сколько приносить денег. И финальный слайд. Существует частая ошибка, когда люди, заканчивая презентацию, пишут «спасибо за внимание». Как я уже говорил, первый и последний слайд крутится дольше всего на вашей презентации. Поэтому поместите сюда некоторый призыв к действию. Расскажите о том, что же вы хотели от инвестора получить на презентации. Ну, можете сказать, давайте сделаем мир лучше, вкладывайте в этот стартап, дайте нам денег, сделаем завтра иксы и так далее и тому подобное. Ну и также не забывайте указать на этом слайде контакты, как с вами можно связаться. И небольшая рекомендация по поводу того, как пользоваться слайдами, если вы выступаете, либо это на сцене, либо это онлайн. Если вас просят куда-то вернуться и задают какой-то вопрос, вы возвращаетесь, но как только вы заканчиваете выступать, нужно обязательно вернуться либо в конец, либо в начало, чтобы этот слайд-визитка висел до конца вашего выступления, так как после выступления у вас обычно бывает около 2-5 минут на то, чтобы рассказать. И этот слайд обычно висит. Поэтому делайте хорошие презентации, но это еще не все. Давайте поговорим о некоторых моментах, что не стоит забывать в оформлении самой презентации и в оформлении самого питча. Первое, что важно, не дублируйте. По статистике, информация, которая воспринимается на слух при работе с выступающим, составляет примерно 15%. Информация, которая усваивается визуально, составляет 25%. Но если мы комбинируем то, что мы говорим, и то, что люди слышат, обычно воспринимается 65% информации. Поэтому никогда не делайте так, что вы поместили на слайд какой-то текст и его тоже читаете. Это приводит к очень негативным последствиям. Во-первых, наша речь, она обычно в 3-4 раза медленнее, чем то, как человек может прочитать. Ну и, соответственно, человеку может быть скучно, и он уходит в телефон, или он уходит в свои мысли и уводит внимание с вашей презентации. А мы должны при выступлении хорошо держать нашу аудиторию.
Классно, когда мы размещаем много картинок и много текста, но не делайте так, как показано на слайде. Это примеры с реальных презентаций, которые к нам иногда приходят и показывают такие презентажки. Соответственно, не делайте так. Не забывайте, что у вас примерно по 18 секунд на каждый слайд. И если вы ставите такую сложную схему, скорее всего, ее либо не поймут, либо не прочитают, либо плюнут на то и другое, ну и, соответственно, переключат внимание на что-то, что человеку больше нравится во время выступления. Уйдет, если он еще и, не дай бог, уйдет в телефон, оттуда вытащить аудиторию очень сложно вернуть ее внимание к себе. Поэтому делайте меньше текста, старайтесь больше визуализировать, старайтесь больше помещать какие-то именно визуальные интерпретации ваших слов. А также используйте термины, но не нужно использовать очень сложные специфические термины. Я даже не буду пытаться прочитать то, что у меня сейчас написано на слайде, потому что я боюсь, что у меня либо сломается язык, либо я кого-нибудь вызову. Ну и, соответственно, думайте о том, кто вас слушает. Если вы идете на какую-то научную конференцию или на конференцию, где сидят люди, которые хотят услышать эти термины, то, конечно, добавляйте это в презентацию. Но чаще всего инвестора люди достаточно простые, и они далеки от сложных научных специфических терминов. Старайтесь объяснить все простыми словами так, чтобы понял любой, кто вас слушает. А также, когда мы составляем презентацию, не нужно делать грамматические ошибки. Вроде бы это очень простое правило, но часто стартапы допускают грамматические ошибки, что может привести к негативным последствиям. А что за негативные последствия? Человек либо может обидеться, либо может начать искать ошибки на следующих ваших слайдах. Ну и, соответственно, мы опять-таки переводим внимание от нашей основной цели к некоторым другим вещам, которые не приведут к результату, который мы хотим получить. Какая здесь рекомендация? После того, как мы составили презентажку, дайте ее вычитать своим коллегам, дайте вычитать тем, кто хорошо разбирается в грамматике. Ну, то есть пусть они посмотрят, пусть они укажут вам на те или иные ошибки, если вы вдруг их не заметили. Лишним не будет, это не сложно, ну и, соответственно, вы избежите некоторых проблемных моментов, которые создали себе на ровном месте. Также многие из вас любят пользоваться PowerPoint, любят пользоваться Canva, где много вылетающего текста, где можно делать классный, красивый дизайн, но этот дизайн может также сыграть негативную роль. Старайтесь делать слайды умеренными, старайтесь делать слайды простыми, чтобы у людей не сводился фокус основной мысли на вашу презентацию. Также старайтесь избегать анимации. Почему? Потому что часто при перелистывании слайдов, например, начинает проблема, и каждая буква начинает выскакивать или потихоньку выплывать. Человек уже рассказал, что было на слайде, а у него только заголовок слайда вылез, и опять-таки это приводит к тому, что вы сбиваетесь с тайминга, вы не успеваете уложиться в нужное время, вас прерывают, вы не успеваете рассказать о своей презентации. Все. Ну и помните, старайтесь не делать яркие цвета, старайтесь не делать пестрые цвета, внимательно анализируйте ту площадку, на которой вы хотите выступать. Что это? Это будут LED-экраны, это будет проектор, это будет какой-либо другой вариант демонстрации вашей презентации. Соответственно, если вы делаете яркие цвета, часто на проекторе они искажаются, ну и, соответственно, выглядит по-другому, что может также привести к тому результату, который вы не хотели бы получить. Как мы уже говорили, картинки – это классно, текст мы должны использовать по минимуму, картинки используйте, но делайте это не так. Это как раз-таки пример того, как стартап, послушав рекомендации составить больше картинок, наставлял больше картинок, но проще этот слайд от этого не стал, он стал только более запутанный. Ну, то есть делайте в меру, все нужно делать емко, компактно, чтобы было понятно с только того, что человек взглянул на слайд и услышал парочку ваших слов. Ну и поговорим про 3 самые главные вещи. Первое – это всегда выписывайте свой пич на листочек. Выпишите, структурируйте, тогда вы будете понимать, в какой момент времени что говорить. Выходить на выступление без понимания текста, который мы говорим, часто приводит к тому последствию, что мы либо забываем текст, либо мы говорим не впопад, либо мы не попадаем в тайминг. И если вы выпишете все на листочек, вы будете понимать, сколько, когда и зачем вам говорить. А самое важное, вы будете знать, что нужно вырезать, что лишнее в вашей речи сейчас присутствует на данном питче. Не забывайте, что
Если говорить спокойно, если говорить размеренно, то в среднем человек в 3 минуты укладывается в 150 слов. Если вы уходите за 150 слов, скорее всего, вы будете либо тараторить, либо вы не поместитесь в тот тайминг, который вам выделили. Второе из главного, что нужно сделать, это репетируйте. Репетируйте дома, репетируйте перед коллегами. Заколебали коллег, репетируйте перед кошкой, рыбкой. Уже они вас не слушают, репетируйте перед зеркалом. До тех пор, пока вы не будете четко понимать, в какой момент времени, что вы говорите. Последнее, что самое тоже важное, помните, что вы пришли выступать, но классно, ищем деньги. Но кроме того, чтобы вы хотите получить деньги, инвестора, которые пришли вас послушать, они хотят раздать деньги. Соответственно, они ищут тех людей, которые уверены в себе, которые классно рассказывают свои презентации, которые уверены в своем проекте и которые четко знают, что они хотят. Поэтому выступайте уверенно, спокойно, и тогда у вас все получится. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, в дальнейшем увидимся. Всем пока.